первый же день войны, когда ранним воскресным утром 22 июня Третий Рейх напал на Советский Союз, в Абхазии началась мобилизация. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистской армии на всех фронтах. Домой не вернулись 17,5 тысяч человек. Захоронения времен войны и братские могилы абхазских воинов находят по всей территории бывшего СССР до сих пор. Со мной произошла такая интересная история на медицинском форуме. У меня было выступление с докладом о развитии грязеводолечения в Абхазии. И рядом со мной присаживается доктор, и мы с ним разговорились о своих докладах. И он говорит: почему у вас проскальзывает все в Беларуси? А я говорю: я родилась и выросла в Беларуси, из белорусской деревни. И он говорит: а у нас дедушка погиб в белорусской деревне. Я говорю: ой, интересно, в какой области? И он говорит: там какая-то деревня такая, вроде как на «Д». И я говорю: не Дуброва? Он говорит: сейчас посмотрим. И он начал смотреть, и я читаю, что это деревня Дуброва, Полесского сельсовета, это раньше так назывался Полесский сельсовет. И я ему достаю свой паспорт и показываю, что я родилась и выросла в этой деревне. Шова Илико Гудомович родился в 1905 году в селе Гуада Абхазской АССР. Красноармеец погиб в 1944 году в Белорусской ССР во время операции «Багратион». Захоронен в Полесской области в селе Дубрава на братском кладбище. Светлана Корчагина рассказала, что ежегодно, еще будучи совсем юной, посещала братскую могилу 9 мая, дабы почтить память воинов, отдавших своей жизни за действительно великое и правое дело, за жизнь и свободу. С 1 по 8 класс школы я помню каждое 9 мая, как мы готовились. У меня младшая сестра, нам папа, допустим, привозил елочки из леса, и мы составляли такие веночки, и цветочки делали искусственные, чтобы эти веночки потом возложить на 9 мая, на могилки этих героев, потому что знали, что не все родные приезжают, их там огромное количество. И это были те люди, которые из всех стран постсоветского пространства, и даже еще были неизвестны те люди, которые погибли, их родственники даже не знали, что они там захоронены. И мы чтили память. По официальным данным, с территории Белорусской ССР 23 июня 1944 года началась одна из крупнейших стратегических операций Красной Армии – операция «Багратион» или же Белорусская наступательная операция. Не имеющая себе равных по пространственному размаху, операция «Багратион» по праву считается крупнейшим достижением военного искусства. В результате нее была разгромлена мощнейшая группировка вермахта. Завершилась операция 29 августа того же 1944 года. 1944 года на Советско-Германском фронте сложилась очень интересная ситуация. Мы помним, что наступление Красной Армии на Украине продолжалось весьма успешно. И немецко-фашистское командование справедливо полагало, что успешное наступление, собственно говоря, на Украине, Украинская ССР тогда, будет продолжено. Напротив, в Белоруссии, то есть на том участке фронта, о котором мы сейчас ведем речь, было с начала 1944 года целых 11 более или менее локальных попыток перейти силами Красной Армии в наступление и опрокинуть немецко-фашистские войска. К сожалению, в основном они оканчивались безуспешно. Поэтому удара на белорусском направлении немцы не ожидали, на чем, собственно говоря, и была сделана ставка советским командованием. В одной из важнейших операций Второй мировой войны принимали участие сотни тысяч воинов со всех концов СССР. Успешный исход операции стал возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму, решимости и самопожертвованию представителей самых разных народностей. К началу операции в составе наступающих войск насчитывалось более 1 миллиона человек. Советские войска превосходили противника по живой силе в 1,5 раза. Были задействованы 146 стрелковых бригад, и, если не ошибаюсь, 62 бригады танковых механизированных. Для немцев, конечно, это был шок. В течение 2 месяцев, если мы говорим о результатах, на протяжении фронта, дай бог памяти, чуть более 1000 километров глубиной
в 600 километров, территория была очищена от фашистов. Полностью была освобождена Белоруссия, практически полностью была освобождена Прибалтика. Кроме того, Красная Армия вышла на непосредственно польские земли. Что называется, зацепилась за плацдармы, в частности, там, Магнушевский. И этот успех, в свою очередь, явился предпосылкой к следующим стратегическим наступательным операциям Красной Армии. В ходе операции советские воины проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство. 1500 участников стали героями Советского Союза. Сотни тысяч были награждены орденами и медалями. Среди героев Советского Союза и награжденных были воины всех национальностей. Красная Армия на тот момент, да, она была интернациональна. И, конечно же, были представители и представительницы Абхазии, которые сражались в рядах, например, там, 1-го, 2-го, 3-го Белорусского фронтов, 1-го Прибалтийского фронтов, сражались в рядах военно-воздушных сил Красной Армии, которые были задействованы в ходе проведения белорусской стратегической наступательной операции. По словам Николая Медвенского, в Республике Беларусь в действительности множество захоронений, которые обнаруживаются и по сей день. Захоронений много, и тут можно, конечно, разделить их, ну, условно, конечно же, в определенной степени, но две основные группы можно выделить. Первое – это захоронение массовое, что называется, да, то есть когда более или менее известно, по крайней мере, даже если не имена, фамилии, отчества, персональные данные солдат и офицеров, которые похоронены в этих могилах, да, братских, ну, по крайней мере, количество. А второе – это те неучтенные воинские захоронения, по которым до сих пор продолжают работать поисковики. В книге «Абхазия. Великой Отечественной войне» автор Валико Пачуля пишет, что, по его подсчетам, в годы войны в рядах советской армии и военно-морского флота находилось 15,5 тысяч этнических абхазов, что составляло свыше 28% от общего числа нашего народа. В операции «Багратион» множество имен жителей Абхазии. Вместе, плечом к плечу, советская армия смогла одержать победу не только в сложнейшей операции «Багратион», но и во всех последующих, приблизивших День Великой Победы. Рада Чачава, Камила Джопуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.